Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутске 25 марта прошел полуфинал конкурса «Стартап-тур», организованный фондом Сколково. В этом году «Стартап-тур» проходит в 10 городах России. Жюри рассмотрело 119 проектов, из них в полуфинал отобрали 15. Большая часть проектов представлена предпринимателями из Якутии. Как организован конкурс, какие направления оказались самыми популярными? Гость студии Юрий Сибирский, руководитель департамента регионального развития фонда Сколково. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как фонд Сколково взаимодействует с нашей республикой? Реализуются ли совместные проекты? Фонд Сколково давно, можно сказать, и успешно взаимодействует с республикой. Мы наше первое соглашение взаимодействия подписали еще в 2012 году сроком на 10 лет. И сейчас мы, собственно говоря, подходим к тому, что срок этот вышел, много что было сделано, есть определенные планы, которые мы также будем закладывать в наше следующее соглашение. За это время десятки компаний из Якутии стали участниками проекта Сколково, пользуются теми мерами поддержки, которые есть у нас как Институт развития. Технопарк Якутии является нашим региональным оператором, представителем фонда Сколково в Якутии и в других регионах, помогает нам работать с Амурской областью, Бурятией и так далее. Мы выстраиваем работу по технологической повестке с крупным бизнесом, поэтому в целом у нас взаимоотношения с Якутией очень и очень плотные и наполненные. А как последние события повлияют на деятельность фонда? Какие перспективы у специалистов IT-сферы в нашей стране? Такой достаточно комплексный, непростой вопрос. Понятно, события, они отразятся на технологической сфере. И здесь время проблем — это всегда время вызовов и новых возможностей, особенно для технологических компаний, для IT-компаний. Все вопросы импортозамещения стали вновь, они были актуальны, сейчас это стало просто жизненной потребностью. И это все приводит к тому, что у такого рода компаний, людей с такого рода компетенциями просто появится еще больше работы. Стартап-тур имеет давние традиции и свою историю. Расскажите о самых заметных моментах стартап-тура. Стартап-тур мы проводим с 2011 года, уже, наверное, больше 10 лет. Мы за это время посетили сотни городов, увидели тысячи компаний. Для нас всегда отрадно приезжать на Дальний Восток и, в частности, в Якутию. Здесь мы в 4-й раз. Поэтому это такой, на самом деле, наполненный историей формат мероприятий. Для нас важно, чтобы те меры поддержки, которые есть у нас, компании, которые пользуются этими мерами поддержки, приходили к нам не только из Москвы, находились не только на территории инновационного центра Сколково. Мы работаем со всей страной, поэтому для нас стартап-тур — это один из форматов, один из возможностей выстраивать коммуникацию с большим количеством технологических предпринимателей, стартапов по всей стране, и в частности в Якутии. А какие проекты среди участников стартап-тура запомнились больше всего? Ну, как я только что сказал, это тысячи компаний, наверное, выделять какие-то отдельные всегда тяжело, тем более, что подход стартап-тура — это не только конкурс, и даже не столько конкурс, в котором важно выиграть, получить приз и так далее. Это возможность посмотреть на свой проект другими глазами, глазами экспертов, посмотреть, насколько траектория, которая есть сейчас, вписывается в общий контекст, например, учитывая текущий исторический, не побоюсь этого слова, момент. Но мне всегда запоминаются проекты, которые были очень ранние, да, спустя 3, 4, 5 лет начинают строить собственные заводы. Такие примеры у нас есть. Либо приходят с небольшим опытным образцом теплообменника, а через тот же временной горизонт 3, 4, 5 лет начинают поставлять крупным металлургическим компаниям то же самое теплообменное оборудование, но в масштабе 100 тонн. Да, это всегда вызывает уважение. Таких примеров достаточно много. А почему Якутск неоднократно становится местом проведения стартап-тура? Ну, во-первых, нам очень нравится Якутия. Во-вторых, мы, как я сказал, очень плотно, может быть, даже плотнее, чем с другими регионами, взаимодействуем с Якутией. И мы всегда отзываемся на тот запрос, который мы видим. И когда коллеги ощущают в этом действительно необходимость и потребность, когда в стратегии развития региона, в стратегии развития инноваций региона мы видим схожие черты. Безусловно, мы такого рода направления не можем и не вправе не поддержать.
Мгм. А как работает Сколково с региональными операторами? Наши региональные операторы — это, ну, по сути, наши представители в регионе. У нас сейчас по стране 20 региональных операторов, это 20 технопарков в сфере высоких технологий по всей стране, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Как я сказал, для того, чтобы пользоваться мерами поддержки Сколково, не надо быть, не знаю, на территории Сколково, в Москве, либо где-либо еще. Поэтому и мы выстраиваем взаимоотношения с региональными операторами. С одной стороны, мы им делегируем часть тех полномочий, которые есть у нас, для того, чтобы давать им более широкий спектр возможностей по работе и поддержке технологических компаний. С другой стороны, у них есть определенные обязательства перед нами в части наполнения и развития региональной инновационной экосистемы. Финалисты стартап-тура примут участие в международной конференции Startup Village 2022. Что это даст участникам конференции? Ну, Startup Village — это крупнейшая технологическая площадка в нашей стране. Безусловно, участие — это хорошая возможность и в целом заявить о своем проекте и, как я сказал, пообщаться не только с экспертами, пообщаться с потенциальными партнерами, инвесторами. То есть мы собираем достаточно комплексную такую конференцию. Вот, безусловно, как я сказал, не стоит задача исключительно выиграть, да, хотя победа в Startup Village является таким хорошим пиар-активностью для компании. Это заметно достаточно хорошо и в том числе помогает дальше продвигаться, привлекать инвестиции, повышать капитализацию. Что бы вы пожелали будущим участникам стартап-тура в Якутске? Я бы пожелал, во-первых, в третий раз повторю тезис, да, который звучит, может быть, банально: главное не победа, главное участие, но действительно важно посмотреть на свой проект, на свой кейс другими глазами, важно сделать для себя выводы, важно учитывать текущую ситуацию, которая очень турбулентна, очень динамично меняется. И сейчас время, которое позволит выстрелить тем, кто готов быстро меняться, готов учитывать тот контекст, который есть, учитывать те проблемы, с которыми мы столкнулись в тот момент, те компании, которые смогут эту проблематику решать, смогут эффективно решать вопросы, связанные с импортозамещением, с развитием технологий, которые в любом случае востребованы. У тех компаний будет самый большой шанс на коммерческий успех, что на самом деле первично. В рамках столетия республики планируются ли совместные мероприятия? Безусловно, мы активно, насколько это возможно, планируем участие в рамках программы, приуроченной к столетию республики. В том числе один из элементов, как я упомянул, мы планируем переподписывать то соглашение, которое мы подписывали в 2012 году сроком на 10 лет. В 2022 году оно завершилось. Мы сейчас наполняем его новыми смыслами и будем приурачивать к этой замечательной дате. В новых создавшихся условиях каков потенциал у специалистов IT-сферы? Я чуть-чуть издалека попробую себе ответить. Мы много общаемся с технологическими предпринимателями, много проводим опросы с той или иной целью. Если задать вопрос, неважно, на Дальнем Востоке, наверное, может быть особенно актуально, с какими основными проблемами вы сталкиваетесь, чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, будет топ-2 причины. Это кадры, все, что связано с людьми, сотрудниками, человеческим капиталом, и деньги. Поэтому IT-специалисты, они будут востребованы в любом случае. Сейчас, не хочется говорить громкие слова «кадровый голод», но тот объем задач, который есть у бизнеса, у государства, в потребительском секторе, он требует огромного вложения человека часов в цифровизацию тех или иных сфер деятельности. Мы это отчетливо увидели в период локдауна, пандемии. Мы это сейчас с другой стороны увидим в текущих экономических реалиях. Поэтому IT-специалисты, они будут востребованы, IT-продукты будут востребованы, IT-сектор будет динамически развиваться, неизбежно. Давайте вернемся к стартап-турам. Вы побывали в других городах России. Отличаются ли проекты
Ну, допустим, вот в Якутске, Владивостоке, в Хабаровске. Безусловно, в разных городах есть своя специфика. Например, в Новосибирске мы вряд ли будем ожидать проекты, связанные с секвенированием морского гребешка либо трепанга. Да, хотя, очевидно, такие проекты могут быть и есть на самом деле во Владивостоке. Да, поэтому есть определенная специфика. Если говорить про Якутск, то здесь преобладают проекты в сфере IT и в сфере биомедицинских технологий. Вот. И, безусловно, мы видим определенный класс проектов, связанных с теми климатическими условиями, в которых расположен Якутск, я говорю, решения, связанные с аномально низкими температурами, как в сфере биомедицины, так и в сфере экологии. И что там для многих удивительно, а для нас, как людей, которые погружены, очень много работают в Якутске, большое количество IT-проектов, мы видим, какие крупные IT-компании родились в Якутии, и видим, что это является определенным, достаточно сильным драйвером для развития IT-индустрии. Юрий, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. О региональном стартап-туре мы поговорили сегодня с Юрием Сибирским, руководителем Департамента регионального развития фонда Сколково. Оставайтесь на нашем телеканале.